Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Спасибо, что открыли это видео и начали смотреть. Я эту рубрику не снимала аж с прошлого года. За лето накопилось, очень много книг, и для одной такой рубрики это будет прям насыщенное видео. Заинтриговала вас? Целью этого года было нащупать, так скажем, свой жанр, где я буду чувствовать себя, прям в своей тарелке. Но я знаю, что ужас мне не сильно заходит, но я все равно его продолжаю читать. Стивен Кинг, его столько хвалят, я не понимаю, что я упускаю, что я делаю не так. Это к тому, что жанры будут прям вот так вот, из ужаса, из детектива, фэнтези, и на тебе, на. Первая наша книжка — это «Хоббит» Джон Рональд Руэлл Толкин. Я не вижу здесь смысла рассказывать вам о аннотации, есть известная экранизация, и все в курсе, что происходит в этой книге. Это увлекательное путешествие, читается без напряга, буквально за ночь. Когда берешь эту книгу в руки, прям сразу хочется сесть у камина, взять чашечку кофе, какао, укрыться пледиком, ни о чем не думая, кануть в приключения Вильяма Веггинса. Вот когда он прошел все это, возвращался к себе домой, мне кажется, я сильнее его хотела к нему домой. Настолько насыщенное приключение, что даже мне вот так вот хватило. Я прям тут даже закладочки делала. Действуй. Отговорки на потом. Я бы хотела продолжить изучать мир Толкина, который он создал. Есть еще «Властелин колец», 3 части. 10 из 10. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Несмотря на то, что это детская книга, я его хотела прочесть, я о нем очень много слышала. Детская книга со взрослыми мыслями. Иногда полезно посмотреть на мир глазами детей. Они истину глаголят. Такая маленькая книга, она прям срывает с нас розовые очки, показывая, что на самом деле творится на земле. А зачем ты это делаешь, да? Тратишь 15 лет своей жизни, делаешь монотонную работу. Книга прям кричит: подожди, постой, остановись, подумай головушкой своей. Чтобы меня понять, вам нужно все-таки взять книжку и прочесть. Это займет 2 часа вашего времени, и вы все поймете. 10 из 10. Следующая прям книжулька, я на нее смотрю, прям ностальгия. Артур Конан Дойл, Шерлок Холмс. Здесь 5 его известных рассказов. Это «Этюд в багровых тонах», «Знак 4», «Пестрая лента», «Пляшущие человечки», «Скандал в Богемии». Тут есть гениальные логические мысли, которые мне глаза открыли, хотя, если подумать так, это элементарные вещи. Честно скажу, когда читала, я чувствовала себя максимально тупой. Он описывает все детально и доходчиво, берет с самых истоков, куда же вопросы сами с собой отпадают. Любимая история, которая прям мне в сердце, прям в душу упала, это «Скандал в Богемии». Шерлок всегда высмеивал женщин, и после этой истории он даже зауважал наш пол. Это у меня иллюстрированное издание, и мне повезло. Мне очень понравилось. Есть за полями замет. Описывается непонятное слово. У меня не было вопросов, типа, а что это? А что это? Сразу все выносится с картинками, с объяснениями. Хочется истории, а что дальше? Но приходится каждую заметочку читать, чтобы дальше понять. Это здорово. Гуглить не надо. Я не представляю, какой должен быть ум в 18-19 веках, чтобы написать такое. Это шедеврально, это бесспорно, все уже давно об этом знают. Обязательно останется у меня. 10 из 10 я ставлю. Следующие книги — это Сара Джей Маас «Королевство шипов и роз», «Королевство гнева и тумана» и «Королевство крыльев и руин». С вашего позволения я эти книги вам покажу, как отчет, что я их прочла, и вынесу их в отдельное видео. На заметку, это моя самая любимая книга. Самая. 10 из 10, все 3 части. Дэн Браун «Код да Винчи». Читается на удивление быстро. Есть много интересных фактов, как, например, возможно, что картина Моны Лизы и есть Леонардо да Винчи, только в женском обличии. Как расшифровывается на самом деле эта анаграмма Мона Лиза. Слияние 2 начал женского и мужского. Почему в религии это считается постыдным? Почему раньше был патриархат, а не матриархат? Из-за чего женщин раньше называли ведьмами? И за 3 века сожгли 5 миллионов женщин на костре. Есть фраза «гулять налево». Почему налево? Не задумывались? Узнала очень много о религии, искусстве, природе. Обожаю, когда сюжет, он переплетается с историей. Все было на самом деле. Это вам не урок истории, даты, термины, биографии, личности. Нет, это с художественной стороны все это вам преподносится, как будто вы сами там были, сами видели, прочувствовали, узнали. И когда вы все это прям вникаете, у вас в голове больше остается. Ближе уже к концу началась беготня,
броня, стрельба, все дела. Это было немножко скучно, поэтому ставлю 9 из 10. Я еще начала цикл «Лунные хроники» Марисы Мейер. Сейчас он очень популярный, там Кибер-Золушка, Красная Шапочка. Первые 2 части я прочла, как раз таки Золушка, Красная Шапочка. 3-я часть сейчас в процессе. Чисто для легкого чтения это подойдет. Ну, возможно, я не в то время начала читать эти книжки, что он прям не сильно мне зашел. А так, идея прикольная — попасть в наше будущее. Там, где вот это вот все летает на Луну. Первой части я ставлю 8 из 10, второй 9 из 10, вторая как-то еще более или менее. Рик Риордан, Перси Джексон и Море чудовищ. Это 2-я часть. Первая часть, которую я прочла в прошлом году. Это действительно интересное приключение, но из-за того, что как бы в экранизации прям точь-в-точь, было немножко скучновато. Здесь вот хоть каких-то моментов нет в фильме. Поэтому я ставлю 9 баллов из 10. Все-таки Перси Джексон я люблю. Дэниел Кис «Цветы для Элджернона» или же Элджернона. Если кратко, это книга о умственно отсталом мальчике, который стал объектом научного исследования и эксперимента. Мне вот понравилось, что в этой книге ставят под сомнение слова ученых, что это еще не предел. Это тоже люди, и они тоже могут ошибаться. То есть таким образом получается, что как бы я тоже могу стать тем самым первооткрывателем. Мне нравится, как пишет Дэниел Кис. Я вот первую часть, известную его книгу, тоже читала. У него совсем другой стиль написания. Он показывает больных физически или психологически так, как будто он сам был таким. И это невероятно. Мы можем побывать, грубо говоря, в шкуре этих людей. Как они мыслили, какое у них ощущение, каково это было. И вот таким образом я ставлю этой книге 7 баллов из 10. И последняя тут у нас книжулька Марк Твен «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Известное произведение. Очень хотела я его прочитать. Непринужденная история о мальчишках. Было весело. Читала я его с улыбкой. Иногда в некоторых моментах тоже хотела быть просто ребенком. Делаешь на расслабоне, с кайфом, живешь, одним словом, а не существуешь. Но тем не менее, книжка не совсем то, что я ожидала. Чтобы она подарила мне должное впечатление, мне нужно было начать читать ее в детстве. Ну, немножко выросла я с таких книжек. Вот где-то я дам 15-16. Вот именно когда я не любила читать. Но никто не спорит, это мировая классика. У нее очень много поклонников. Вот такая огромная стопка книг у нас получилась с вами. Даже в экран не помещается. Ну, не уронить бы. Ну что, мы подошли к концу. Напишите в комментариях, сколько вы баллов дадите вот этим книгам. А на этом все. Всем пока-пока. До следующей субботы.